Так, трансляция началась? Ничего не слышно. Уважаемые коллеги, добрый день. Как слышно, как видно? Пожалуйста, дайте обратную связь в чате. Рада всех приветствовать. Коллеги, пожалуйста, обозначьтесь. Угу. Так, все слышно, все видно. Коллеги, сегодня у нас с вами будет практическое занятие. И первый вид работы, который мы сегодня с вами будем выполнять, мы заодно с вами сегодня разберемся и с теми цифровыми инструментами, которые мы с вами можем использовать для организации взаимодействия с обучающимися. В чате я вам разместила ссылку для работы. Пожалуйста, попробуйте ее открыть. Это документ на Яндекс.Диске. И в этом документе мы с вами сегодня начинаем нашу работу. Так, сейчас я его тоже для вас запущу на демонстрации экрана. Документ называется «Разбор кейсов». Коллеги, пожалуйста, по ссылочке зайдите в этот документ. Дайте, пожалуйста, обратную связь, открылся ли документ. Можно в чате, можно голосом. Так, документ открылся. Угу. Марина нам пишет. У меня, здравствуйте. Так, сервер недоступен, пишет. Так, значит, это у вас что-то, какие-то ограничения. Так, коллеги, еще у кого-то есть какие-то проблемы с открытием документа? Так, коллеги, вот 2 человека мне сказали, у одного открылся, у другого не открылся, остальные что? Задача наша с вами следующая. Так, у кого-то еще не открывается. Сейчас нам с вами предстоит познакомиться с кейсами. По ссылочке у нас представлено несколько кейсов. Вам нужно будет с этими кейсами поработать. Сейчас я эту ссылочку тоже скопирую, вам в чат поставлю. Эта ссылочка у вас должна открыться, там документ в формате PDF. Так, попробуйте, пожалуйста, этот документ открыть. Пожалуйста, дайте обратную связь, открылся ли у вас документ, ссылка на кейсы, документ кейса.
коллеги, пожалуйста. Там у кого-то не открывается. Ну, вчера мы проверяли, все открывалось у нас. Ну вот даже я сейчас в чате щелкнула, у меня все открылось, как вы видите. Попробуйте ссылку скопировать и открыть параллельно в другом браузере. Может быть, в этом дело. Так, загрузка пока идет у кого-то. Хорошо. Значит, дальше у нас работа пойдет. Открылось. Хорошо. Итак, коллеги, вам нужно проработать этот документ. В документе у нас представлено 6 кейсов. Вам нужно определить, с каким именно компонентом функциональной грамотности связан каждый кейс. То есть эти кейсы были взяты из банка заданий. Каждый кейс на один компонент функциональной грамотности. Что-то на математическую грамотность, что-то на читательскую грамотность, что-то на естественно-научную, какой-то кейс на финансовую грамотность, какой-то на креативное мышление, какой-то на глобальные компетенции. То есть вам нужно определить, да, и указать номер кейса. Если у вас открылся файлик разбор кейсов, и вы видите табличку, то желательно заполнить таблицу. В таблице указать свою фамилию, имя, отчество и номера кейсов в соответствующих ячейках. Ну, допустим, вы считаете, что на математическую грамотность 5-й кейс, на читательскую 6-й и так далее. Если у вас не открылась табличка, но кейсы вы видите, вы можете написать в чате. Да? С математической грамотностью такой-то номер, финансовое такой-то, креативное мышление такой-то. И через какое-то время мы с вами проведем обсуждение. Итак, коллеги, сам файл с кейсами открылся у всех? Арина, у вас открылась? Загрузка завершилась? Открылась, замечательно. Так, у Елены открылась. Коллеги, кто еще с нами сегодня? Пожалуйста, дайте обратную связь. Напишите, открылась или не открылась. Угу. Пишет загрузку файлов. Так, ну вот у Арины тоже такое было, но загрузка завершилась успешно. Лариса, попробуйте, может быть, еще другим браузером эту ссылочку открыть. Так, ничего не открывается. Каким браузером заходите? Google Chrome, Яндекс. Если у вас есть аккаунт на Яндексе, почта на Яндексе, Mozilla, да, но может быть Mozilla не откроется. Попробуйте другим браузером. Если у вас есть аккаунт на Яндексе, зайдите в свой аккаунт и после этого уже в новой вкладочке попробуйте ссылочку открыть. Угу, да, все правильно, да. В Яндекс.Диске документ размещен, поэтому можно с телефона открыть. Коллеги, попробуйте, вот Арина нам подсказочку дает. Угу. Так, Лариса, что-то получается? Грузится еще, да? Ну, возможно, загрузится. Так, и Оксана, у вас как дела? Как вариант, могу попросить и Нину Викторовну, чтобы она вам на почту направила
эти файлы, с которыми мы будем работать. Лариса и Оксана. Итак, коллеги, несколько минут, минут 15 даю вам на проработку кейсов. Сейчас мы решим вопрос с доставкой материалов тем, у кого не открывается. Ну, я попрошу, чтобы сделали рассылку для всех. На какое-то время я вас пока оставлю. Работайте. Можете что-нибудь пообсуждать друг с другом, включив камеру. И затем я вернусь, и мы с вами вместе обсудим.
Итак, коллеги, я прошу прощения, было срочное совещание у ректора. Продолжим нашу работу. Готовы продолжить работу? Пожалуйста, дайте обратную связь. Итак, ну, вижу, что табличку никто не заполнял. Давайте тогда сейчас обсудим с вами вместе, что к чему вы отнесли. Так, сейчас я открою наш файлик с кейсами. Итак, коллеги, первый кейс. Кино для пчел. К какому компоненту функциональной грамотности вы его отнесли и почему? Коллеги, можно в микрофончик сказать, можно написать в чате. Так, вот Елена предлагает что-то читательская грамотность. Коллеги, есть какие-то другие предложения, либо вы согласны с этим? Пожалуйста, в чате отметьте. Так, а Лариса считает, что это математическая грамотность. Так, коллеги, есть ли еще какие-то другие варианты? Так, я считаю, что читательская, потому что там задаются вопросы, и именно найти в тексте ответ, то есть вычитать. Угу. Так, коллеги, почему не математическая? Почему не математическая? То есть здесь вопросы, да, содержание вопросов именно по содержанию самого текста, да, то есть здесь нет необходимости что-то вычислять, да, применять какие-то именно конкретные математические знания, да, вот Елена отмечаете верно, что нет заданий на расчет. Угу. И смотрите, объем текста, да, достаточно большой в сравнении с кейсами по другим направлениям грамотности. Итак, соглашаемся, да, что это читательская грамотность? Смотрим второй кейс. Кейс покупки по акции. К какому направлению функциональной грамотности отнесем? Так, есть предложение про финансовую грамотность, есть еще какие-то другие предложения. Так, есть предложение по поводу математической. Так, ну давайте будем разбираться. Все-таки математическая или финансовая? Что можете сказать в защиту математической грамотности? Ну, кейс действительно такой интересный, да, тут и содержание связано и с различными финансовыми вопросами. Но в пользу математической грамотности действительно говорит то, что здесь необходимо выполнить определенные расчеты. Да, да, финансовая грамотность и математическая, они очень друг с другом сильно пересекаются. Так, ну что ж, пойдем пока дальше, оставим пока здесь знак вопроса, да, что это больше финансовое или математическое. Посмотрим следующий кейс – волшебный кувшин. Здесь что? Какой компонент функциональной грамотности?
Предлагают естественно-научную. Есть какие-то еще варианты? Угу. Так, ну, все согласны, да, что это естественно-научная грамотность. Ну, давайте попробуем доказать, почему это естественно-научная грамотность. А не что-нибудь другое. Проводятся опыты. Угу. Используются знания, в том числе по физике. Хорошо. Да, нужно вспомнить знания из области физики. Угу. Так, хорошо. Пойдем дальше. Кейс 4. Планета будет зеленой. Это что у нас? Какой компонент функциональной грамотности? Угу. Кто был вчера, тот помнит, да, что мы этот кейс с вами рассматривали. Говорили о том, что это кейс на формирование глобальных компетенций. Обсуждали, почему именно так. Хорошо. 5-й кейс. Пицца с большой скидкой. Так, здесь у нас рекламные акции всякие разные. Нужно выявить финансовые трудности. Чтобы не стать жертвой мошенников. То есть это все-таки финансовая грамотность. Да? Значит, предыдущий кейс, который был про акции в магазине, он был именно на математическую грамотность. Коллеги, видите, да, в чем разница между этими двумя кейсами? Вроде бы ситуации похожие, и тут и там есть какие-то скидки, но здесь вот в кейсе на финансовую грамотность более широкое содержание тех заданий, которые ребята должны будут выполнять. Да? Нужно определить, что будет дешевле, что дороже, как не стать жертвой мошенников. То есть расширяется, да, круг представлений, которые у ребят должны быть сформированы. Здесь не только математические расчеты, да, но и необходимо рассуждать. Вот деньги лежат на банковской карте, скидка составляет столько-то процентов и так далее. То есть это действительно финансовая грамотность. Хорошо. И 6-й кейс. Вода для полива. Креативное мышление. Угу. А почему это именно на креативное мышление, а не на естественно-научную грамотность? Почему это задание, этот кейс на креативное мышление? Проблема глобальная. Угу. Еще в чем? Да, предлагается найти креативное решение. То есть подсказочка есть в самом задании. Да, найти наиболее креативные, наименее креативные идеи. При этом посмотрите, что нужно предложить еще вот в 3-м задании. Это 3 различные идеи для доработки варианта. Причем все идеи должны различаться между собой. Да. Угу. То есть все, что связано с выбором наиболее соответствующей требованиям идеи, эти задания, они, как правило, имеют отношение именно к креативному мышлению. Итак, коллеги, мы с вами разобрались, да, что каждый кейс он направлен на тот или иной вид грамотности. А теперь нам надо нашу работу продолжить. И если вы вернетесь к нашей табличке, то вы увидите задание 2. Нам нужно выбрать какой-то кейс и выполнить к нему методические задания. Также представлена у нас ссылка на файл с заданиями.
и файл для представления результатов. Сейчас я эту ссылочку вам скопирую, попробуйте по ней зайти на файл с заданиями, но я тоже его открою на нашем экране, и мы с вами его все вместе увидим, проработаем. Вы можете сейчас высказать свое предложение, с каким именно кейсом, на какой компонент грамотности вы бы хотели сейчас поработать. Можете дать предложения в чате, можете их озвучить. Так, я вам скинула ссылочку на файл непосредственно с самими заданиями. Сейчас я его тоже открою, и вы его увидите. И открою тот файл, с которым нам с вами предстоит поработать, ну, если это у нас технически получится. Задумка была следующая. Давайте я поясню, какая была задумка. И как мы можем этот вариант работы использовать с ребятами. Да? То есть вот есть такой формат, как презентации Яндекса. И к этим презентациям мы можем с вами открыть доступ для всех. И все ребята могут параллельно работать с одной презентацией. То есть в данном случае у нас в презентации несколько слайдов. Предполагалось, что мы с вами определяемся, да, кто с каким видом функциональной грамотности будет работать. Распределяемся на данном слайде. Так, вот я вижу, что 2 человека у нас зашли на данный слайд, да, и здесь предполагалось, что вы пишете свою фамилию напротив того кейса, который вы выбрали. А далее несколько слайдов у нас предложено для того, чтобы вы в них непосредственно выполняли задания. Так, сейчас, может, так уменьшу, чтобы у нас слайдик уместился в окно. Кто-то работает с кейсом первым, да, кто-то работает с кейсом вторым и так далее. Что-то у нас тут какие-то заминки начались. И вот аналогичную работу вы можете провести с ребятами. Это может быть работа индивидуальная, да, когда вы по слайдам распределяете ребят. Может быть групповая работа, когда группа работает над выполнением того или иного задания. И результаты своей работы отражают на соответствующем слайде. Ну, коллеги, давайте мы с вами сейчас поработаем с каким-то из кейсов. Сейчас посмотрю, есть ли у вас предложения по поводу того, какой кейс мы выберем и с каким кейсом будем работать. Коллеги, пожалуйста, предложите нам что-нибудь, чтобы мы совместно с этим кейсом с вами сейчас поработали. Коллеги, можно голосом, можно в чате написать номер кейса. Так, коллеги. По финансовой грамотности вот Арина предлагает. Коллеги, поддерживаем идею? Кейс по финансовой грамотности. Так, это у нас был кейс про пиццу. Номер 5. Итак, давайте еще раз вернемся к самому кейсу. Вот он у нас сам кейс. Ситуация. Нашел пиццу по акции. Давай закажем, сказал Сережа брату Максиму. Отличная идея, поддержал Максим. И задание первое. Тоже описывается сначала диалог, ребят. Покажи мне эту рекламную акцию, попросил Максим. Скидка 50%, это очень хорошо. У меня на карте осталось немного денег, надеюсь, нам хватит. И Сережа отвечает, родители вернутся вечером с работы, было бы неплохо заказать 2 пиццы, чтобы всем хватило. Теперь нужно посмотреть меню и решить, какую пиццу выбрать.
И вопрос, да, к ребятам, с какой финансовой трудностью могут столкнуться братья, решая вопрос о том, какую выбрать пиццу. Предлагается выбрать один верный вариант ответа. Деньги лежат на банковской карте, либо скидка составляет 50%, либо на покупку пиццы не хватит денег, либо трудно выбрать пиццу из меню. И какое задание у нас к данному кейсу предлагается? Первое задание. Нужно нам с вами определить характеристики задания 1. Основными характеристиками заданий выступают содержательная область оценки, компетентностная область оценки, формат ответа и объект оценки. Содержательная область оценки, она связана как раз с понятием в данном случае финансовой грамотности. Да? То есть финансовая грамотность, она включает в себя несколько содержательных областей. Компетентностная область оценки – это вот та большая группа компетенций, с помощью задания, которое мы выявляем. Формат ответа – это выбор одного варианта, выбор нескольких вариантов, установление соответствия, развернутый ответ, краткий ответ и так далее. И объект оценки – это непосредственно то конкретное умение, да, которое мы в данном задании выявляем. Итак, коллеги, какие есть предложения по поводу содержательной области оценки в данном задании? То есть какое содержание отрабатывается в данном задании, связанное с функциональной грамотностью? Напишите, пожалуйста, свои предположения в чате, либо озвучьте ее голосом. Так, посмотрим. Содержательная область оценки. В данном задании необходимо определить, какие финансовые трудности могут возникнуть у ребят. Итак, мы видим, да, что есть у нас с вами определенные затруднения. И вот в нашем с вами первом файле для проработки кейсов у нас есть ссылка на подсказки. Сейчас я вам ее тоже в чат скопирую, чтобы вы могли на эти подсказки выйти. И параллельно я сейчас тоже этот файлик с подсказками для вас открою. В файле с подсказками у нас идет описание всех компонентов функциональной грамотности. Найдем финансовую грамотность и будем опираться на данный файл при проработке заданий. Итак, посмотрите. Содержание заданий на финансовую грамотность представляет собой широкий спектр личностно значимых финансовых тем, сгруппированных в 4 тематические области. Какие это области? Первое – деньги и денежные операции. Второе – планирование и управление финансами. Третье – риски и вознаграждения или выгоды. И четвертое – финансовая среда. Отдельные вопросы из области финансов. Итак, коллеги, вот из этих 4 тематических областей нам нужно выбрать ту, о которой идет речь в данном задании. Так, этот я файлик закрою. Итак, вот задание еще раз показываю вам. И 4 области. Деньги и денежные операции, планирование и управление финансами, риски и вознаграждения, финансовая среда. Так, пожалуйста, какие есть предложения? В чате зафиксируйте. Какая из этих 4 областей? Так, вот есть предложение от Елены: деньги и денежные операции. Лариса поддерживает. Угу. Есть ли какие-то другие предположения?
Хорошо. Так, ну, допустим, зафиксируем, да, что содержательная область – это деньги и денежные операции. Второе задание, второе, что нам нужно определить, какую характеристику, это компетентностная область оценки. То есть большая группа компетенций, связанных с финансовой грамотностью. Так, вот посмотрите. Выделяются 4 вида познавательной деятельности. Это выявление финансовой информации, анализ информации в финансовом контексте, оценка финансовых проблем и применение финансовых знаний и понимания. Вот какой из этих четырех видов познавательной деятельности в данном задании рассматривается, выявляется у обучающихся? Так, еще раз открою сам кейс. Здесь необходимо определить, хватит ли денег на 2 пиццы, учитывая скидку в 50% по рекламной акции. И виды познавательной деятельности: выявление финансовой информации, анализ информации в финансовом контексте, оценка финансовых проблем, применение финансовых знаний и понимания. Так, есть предложение применение финансовых знаний и понимания. Лариса нам предлагает. Елена предлагает анализ информации в финансовом контексте. Есть ли еще какие-то предложения? Так, ну давайте пока 2 предположения зафиксируем, потом себя проверим. Так, вот Арина поддерживает тоже вариант с анализом информации. Хорошо. А следующее, что нам нужно, какую характеристику вычленить, это формат ответа. Формат ответа. Так, давайте посмотрим, какой здесь у нас вариант формата ответа. И его зафиксируем в чате. То есть в данном случае ребятам предлагается выбрать один верный вариант ответа. Да? То есть формат ответа, да, выбор одного верного варианта из предложенных. Хорошо. Следующая характеристика, которую нам надо вычленить, это объект оценки. То есть какое конкретное умение, относящееся к области финансовой грамотности, в данном задании выявляется. То есть мы с вами определили вид познавательной деятельности, теперь нам нужно обозначить конкретное умение. Открою задание еще раз сам кейс. Попробуем сформулировать это умение, которое мы с вами выявляем. И потом себя проверим. Так, предположите, какие умения. Оно как раз вот скрывается в вопросе, да, который задается ребятам в данном задании. С какой финансовой трудностью могут столкнуться братья, решая вопрос о том, какую выбрать пиццу? То есть умение должно быть связано именно вот с поиском, да, этих финансовых трудностей, с обозначением финансовых трудностей, с предвидением финансовых трудностей. Пожалуйста, какие есть предложения?
конкретное умение в данном задании выявляется или формируется. Умение считать, но нет, это слишком узко. Это математическое умение, а вот именно то, что относится к финансовой грамотности. Умение правильно рассчитать, хватит ли денег, учитывая скидку. Да, вот вы очень подробно это умение расшифровали. Ну, его можно обобщить и более обобщенную формулировку представить. Так, ну хорошо, давайте посмотрим нашу подсказку, где у нас там правильные ответы. Так, я сейчас открою, и мы проверим наши предположения, верными ли они были. Нас интересует 5-й кейс и первое задание. Итак, содержательная область оценки. Посмотрите, финансовая безопасность. В принципе, да, мы с вами верно определили. Компетентностная область выявления финансовой информации и ее анализ. Формат ответа, задание с выбором одного верного ответа. И объект оценки определить, с какой финансовой трудностью могут столкнуться герои. Да, то есть, в принципе, мы с вами достаточно неплохо с данным заданием справились. Определили содержательную область и формат, и объект оценки. Аналогичное задание, оно предлагается к заданию 4. И нужно сформулировать его характеристики и критерии оценивания. Давайте мы сейчас поработаем именно по формулированию критериев оценивания. Сейчас я открою само задание. Задание не 4, наверное, 2, да, напечатка там, скорее всего. Так, задание 2. Я нашел несколько других рекламных акций, проверенных с хорошими отзывами. На карте у меня лежит 1000 рублей, сказал Максим, и заказать нам нужно 2 пиццы, уточнил Сережа. И дальше нам предлагается рассмотреть рекламные акции разных компаний. Пицца Крут предлагает ввести промокод «Заказать любую пиццу за 200 рублей». Доставка будет 300 рублей, и при заказе 1000 рублей бесплатная доставка, способы оплаты даются. Фирма «Вкусно сыто» предлагает ввести промокод «Заказать любые 3 пиццы за 1000 рублей», но осуществляется только самовывоз, то есть за пиццей необходимо будет приехать в кафе. Способ оплаты банковской картой или наличными в кассе. И «Усатый шеф» пиццерия компания предлагает ввести промокод «Заказать любую пиццу за 300 рублей», доставка бесплатная, способ оплаты банковской карты онлайн или при получении наличных. И нам нужно, ребятам, да, нужно определить, в какой из пиццерий будет дешевле сделать заказ. Отметить один верный вариант ответа, выбрать соответствующую пиццерию и определить, сколько заплатят братья, записать свой ответ в виде числа. Так, задание нам, в принципе, понятно. Нам нужно сформулировать критерии оценивания данного задания, при этом учитывая, что максимальный балл – это 2 балла. Так, давайте попробуем сформулировать критерии для данного задания. Критерии оценивания. То есть за что мы даем 2 балла, за что мы дадим ребятам 1 балл, и за какой ответ ребята получают 0 баллов. Обратите внимание, да, что здесь в данном задании у нас 2 вопроса. Выбрать, да, в какой из пиццерий будет дешевле сделать заказ. За это можно получить 1 балл. Да? И 2 балл ребята могут получить, если отвечают на 2 вопрос, сколько заплатят братья. Запишите свой ответ в виде числа. Итак, Елена, я предлагаю вам написать, за что ребята получат 2 балла. Арина, я предлагаю вам написать, за что ребята получат 1 балл, да, ребята, которые будут выполнять данное задание. И Лариса, я предлагаю вам написать, за что
за какой ответ, да, мы поставим 0 баллов. Итак, Елена 2 балла расписывает, Арина 1 балл и Лариса 0 баллов. Подумаем и свой ответ в чате запишем. Ну, либо можете в микрофон озвучить. Потренируемся в формулировании критериев оценивания. Так, Елена описывает, за что обучающиеся получают 2 балла при выполнении данного задания. Арина описывает, за что обучающиеся получат 1 балл при выполнении данного задания. И Лариса предлагает нам, за что мы поставим 0 баллов. За какой ответ? То есть критерии оценивания – это вот требования к ответу. Да, мы сейчас с вами должны описать. Что должно содержаться в ответе, чтобы мы его оценили на 2 балла? Что должно содержаться в ответе, чтобы мы оценили его на 1 балл? Что должно содержаться в ответе, либо какие-то еще варианты ответов, чтобы мы оценили его в 0 баллов? Так, коллеги, пожалуйста, ваши предложения. Обсудим критерии и на этом сегодняшнюю нашу встречу завершим. По разбору кейсов. Итак, коллеги, пожалуйста, 2 балла за какой вариант ответа? 1 балл за какой вариант ответа? И 0 баллов, за что мы дадим обучающимся, выполняющим данное задание. Ну, 1 балл, наверное, за один верный ответ из 2 вопросов. Да, то есть когда ребята дают, да, верный вариант ответа, да, выбирают, либо когда они дают правильное число, да, записывают. Да. Так, хорошо. Тут Лариса нам пишет 0 баллов, если неправильно ответят на оба вопроса. Либо, какой еще может быть вариант для 0 баллов? То есть они ответили, но неправильно, да, вот в вашей формулировке. Либо они вообще не дали ответа, да? В этом случае тоже мы даем 0 баллов. Угу, хорошо. Так, и 2 балла за что даем? Правильно выбран ответ верный и дано объяснение. Угу. То есть 1 балл за правильно выбранный вариант ответа из 3 вариантов и за объяснение. Посмотрите, здесь объяснение ведь у нас не требуется. Нужно записать ответ в виде числа. Объяснять тут ничего не надо. За правильный ответ в виде числа. Да? То есть правильно записанное число. Так, хорошо. Давайте посмотрим наш ключик. Что у нас тут? 2 балла. Выбран ответ 3, правильный ответ, и записано число конкретное. 1 балл. Выбран верный вариант ответа 3, неверно указана сумма, или неверно указан вариант ответа, верно указана сумма. И 0 баллов. Неверно указан вариант ответа и неверно подсчитана сумма или ответ отсутствует. Угу. Ну, мы с вами были на правильном пути, только немножечко надо будет еще конкретизировать, да, наши с вами критерии оценивания, указав там правильный вариант ответа. Итак, коллеги, сегодня мы с вами постарались поработать с кейсами, именно с теми заданиями, которые предлагаются ребятам в банке заданий. Да, то есть вы с этими банками можете непосредственно работать. Вот такие задания вы можете скачивать. В банке заданий каждому заданию дается полностью вот вся эта характеристика заданий, то есть указаны содержательные области, компетентностные области, объекты оценки и указаны, конечно же, критерии оценивания для каждого варианта ответов на задание то или иное.
Все это вы можете использовать в своей образовательной практике, включать, как мы уже с вами говорили вчера, да, и в уроки, используя разные модели включения, либо полностью весь комплекс заданий, либо отдельными заданиями, да, организовывать разные варианты работы, индивидуальную, групповую, предложить ребятам часть комплекса для домашнего задания, да, либо мы можем предложить уже более усложненный вариант, составить ребятам свои собственные задания, да, для продолжения, допустим, вот этой ситуации. Ну, у нас была запланирована работа по продолжению таких заданий, да, можно было поработать над тем, как данное задание включить в домашнюю работу и так далее. Но, к сожалению, времени у нас было ограничено. Но, тем не менее, я думаю, что вот тот общий алгоритм работы, он, в принципе, вам понятен. Да? Давайте еще раз посмотрим на этот общий алгоритм работы с любым заданием, направленным на формирование функциональной грамотности, если мы берем комплексное задание из банка заданий. Итак, первое наше действие, которое мы с вами должны осуществить и в рамках нашего проектного модуля провести диагностическую работу, используя лучше электронный банк заданий, да, поскольку там сразу у вас автоматом уже все результаты будут представлены. Далее, второй ваш шаг – это проанализировать результаты диагностической работы, определить, зафиксировать, что умеет, что не умеет каждый ученик, эту информацию обобщить, выделить группы по типу трудностей в освоении умений и выделить трудности, которые будут общими для всех ребят. Далее мы с вами выбираем формы учебной работы для каждой группы ребят и для класса в целом. Для учащихся с низким уровнем разрабатываем тренинги с постепенным усложнением. Для ребят со средним и высоким уровнем предлагаем задания для самостоятельной работы, но понимаем, что результаты необходимо обсуждать. И для всего класса внеурочные занятия. Вот, в принципе, этот алгоритм, он вами должен быть принят, и на основе этого алгоритма вы выполняете задания в проектной части, в проектном модуле, да, наших курсов. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы по проектному модулю? То есть у нас сегодня с вами последняя такая вот очная встреча. Дальше вы вопросы можете задавать либо внутри системы, либо через Янину Викторовну по электронной почте. Я сейчас демонстрацию экрана завершу. Итак, коллеги, есть ли у вас вопросы? У нас там в нашем дистанционном курсе в проектном модуле представлены достаточно неплохие инструкции, видеоинструкции по работе с электронным банком по проведению диагностики, по разработке технологической карты урока с учетом уже результатов диагностики и по разработке серии заданий. Так, ну, коллеги, да, если будут у вас вопросы появляться, можете либо внутри системы сообщения писать, либо через Янину Викторовну свои вопросы задавать, она мне передаст. Передаст мне, либо Наталье Николаевне, либо Ирине Дмитриевне, которая у нас будет проверять как раз вот ваши технологические карты. В целом, по работе в электронном курсе есть ли какие-то вопросы, какие-то проблемы? Пока нет. Ну, замечательно, коллеги. Ну что ж, тогда на этом мы сегодня нашу с вами совместную работу завершаем. Я думаю, что все-таки было нам полезно хотя бы вот в таком сокращенном варианте с кейсами поработать, увидеть, что действительно вот те задания, которые предложены в банке, да, они могут быть реализованы, в принципе, в любом классе. Вот мы с коллегами обсуждали задания по глобальным компетенциям, которые вчера мы с вами разбирали. И коллеги предложили, исходя каждый из своего предмета, каким образом это задание можно включить в рамках его учебного предмета, и даже каждый из них подобрал определенную тему урока. Да, вот, такие действительно универсальные задания комплексного характера, которые можно интегрировать в нашу образовательную практику. И, конечно, очень важно, что мы с вами должны использовать и интеграционный подход
к выполнению подобных заданий на формирование функциональной грамотности. Мы сами увидели, да, что многие задания, они как раз вот на стыке находятся. Про кувшины вроде бы и естественно-научная грамотность, да, и где-то и математическая грамотность, а где-то и глобальные компетенции задействованы, и креативное мышление задействовано. Финансовая и математическая, они действительно очень тесно связаны. Читательская грамотность, она в каждом задании присутствует, да, не только в специализированных заданиях на читательскую грамотность. Вот это важно тоже понимать и понимать, что всю работу по формированию компонентов функциональной грамотности мы должны осуществлять в комплексе. И напоминаю о том, что сейчас разработана программа внеурочной деятельности примерная, размещена на сайте Института стратегии развития образования. Там как раз вот такой интегративный подход заложен к формированию каждого из компонентов функциональной грамотности. Ну что ж, коллеги, если вопросов у вас нет, я желаю вам успешно справиться с заданиями в проектном модуле. Благодарю за активную работу сегодня. И на этом с вами прощаюсь. Все вопросы можно через Енину Викторовну передавать. Спасибо.